Ну, смотри, кабину хочет. Нельзя. Ох, какой. Ого. Собака не знаю где. И возле избы не было его. Так, короче, я пришел вот сюда. Смотрите, сколько дров, бери не хочу. Двухметровые они. Вот, береза. Тут кузов. Целый кузов лежит. Там сосна, вон там. Тоже. Вон эти чурки тоже хорошие. Между прочим, для затопки самое то. Тут бульдозером, короче, толкали все в земле. Да, наверное, там и буду грузиться. Наберу немножко хоть. Пихтачи брать не стану, только сосновые деревья и как же этот-то, и березу. Пихтач он, в общем, не горит, и жара от него вообще нету. Вот это да, расширили тут дорогу. Сейчас еще гляну, посмотрю там, что есть. Ну, везде одинаково. В земле. Вот, пожалуйста, вот тут тоже. А там один мусор только. Да, где я остановился, наверное, там самые хорошие дрова будут. Ну, тут осина, чурка только. Вот сосновый еще. Пополам и 2 чурки получится. Так, ну тут хлам, один хлам только. Ничего хорошего тут нету. Короче, там загружаюсь. Вот тут, ребят, как бы вырубили. И, как сказать, бульдозером сравняли. И смотрите, вот, пожалуйста, новый подсад, новые деревья. Этот процесс не остановить уже. Это получается осина. Осина уже выходит. Ну, в скором времени быстро все это зарастет. Поверьте, через лет 5 не узнать уже здесь будет. Подсада столько вырастет. Ну что, там, что возможно, я собрал, а остальное как паутине, блин. Вот, бульдозером все затолкали. Ну, столько получилось, ребят. Пока хватит. А чтобы оттуда дергать,
Я с моей поясницей я не стану. Нет, не буду рисковать. Или вообще без похода останешься, блин. Да, кроме. Нам это пока достаточно. Еще сушину где-нибудь надо. Елку какую-нибудь. Здесь в основном только береза и пихтачи. Вон, смотрите, сколько. Но невозможно вытаскивать. Надо крючок какой-нибудь. Да и тут я смотрел, в основном гнилые все деревья, оказывается. Вон, бездельник пришел, опять сыро где-то бродил он. Вот, уже все, весь в этом, с грибками. Залежалые и вон. Ну, гнилые, ребят. Пускай гниет. Пускай гниет. Ладно, поедем. Я думал, больше наберу, но и хватит. Ну, смотри, кабину хочет. Нельзя. О, какой? Ого! Нельзя, ты грязный, во-первых. Еле успел закрыть дверь. О, вон гриб. Белая шляпка. Белый подосиновик. Валежников много. Без роя еще не останемся. Потихоньку сегодня вот это набрал. Другой раз где-нибудь по пути сушину возьмем. Для растопки нам сухое надо, сухие дрова. И зимой уже на буране потаскаем. Для буржуйка, конечно, больше дров нужно. Вот эта береза для подкидываешь и самое то. Здесь вот, смотрите, лежат. Мне еще хочется на рыбалку сходить вот тут. Но это пихтач. Не очень. Сейчас 2 чурки хоть возьму, сейчас заберу, фиг с ним. Этот тяжелый оставлю. Там, оказывается, 2 елки было. Вот, 1 и 2. Фух. Это пихтач. Вроде елка. Да, елка. Это пихтач. Пихтач. Так, получается, да, 3 пихтача. Так, 2 елки, 2 пихтача. Этот оставлю. Фу. Ну нахрен. Тяжело. Я все быстро выгружу, а пилить, наверное, уже завтра буду. Сегодня уже. Сейчас просто времени не очень много, до темна остается. Только выгружу и все. УАЗик вообще очень жесткий, а когда ты загружаешь, когда тонну загружаешь, вообще кайфово идти ехать.
зарастает. Ё-моё. Солнце попадает на избу. Видите? Так красиво. Видите, сколько мошкары? Просто армия мошкаров. Греются, блин. Смотрите, ребят, какой вечерний туман. Безоблачно на небе. И по полю такой туман, ковер. Затопил печку, потому что в избушке все равно прохладно. И ночью будет холодно спать. Немножко пусть воздух поменяется в избе, как у нас говорят. И заодно туда раптор на печку поставлю, чтобы комары не съели меня, мошкара. В основном мошкара, очень много мошкары. Туланчик набегался. Сейчас мы съездили еще на машине на рыбалку. Результат рыбалки завтра вам покажу, ребят. Завтра с утра будет охота и рыбалка. Потом уже, наверное, схожу, ягоды, черники пособираю. Вот такие планы на завтра. Посмотрим, как будет. Вот, сейчас моторка спустилась. Спустился-то есть. О, пошла жара. Короче, дым. Дым наконец-то пошел столбом. Утки не летают. На озере мы видели, как сказать, тулан поднял одну крякву, и от меня еще рябчик взлетел. Ой, не рябчик, а чирок еще взлетел. Все, 2 утки. Своими глазами я видел. Вот. Но нигде не стреляют, ни одного выстрела не было. Значит, уток просто нет. А местные, они хитрые, они в траве, может, где-то спрятались. И пока не наступишь на него, на эту утку, он не взлетит. Да, Тулан, везде отмечаешь. Секунд, блин. Ну все, сейчас скоро уже стемнеет, в избушке уже темно. Да, и сегодня снимать больше я ничего не стану, ребят. Давайте встретимся завтра. Завтра продолжение нашего похода. Сегодня так, день прошел быстро-быстро. Толком ничего и не сделал. Ремонт небольшой крыши и дровишки приготовил. Ну, пострелял. На стрельбу у меня больше времени ушло. Пока туда 100 метров ходишь, туда-сюда, 50 метров туда-сюда. На готовку время идет и все остальное. Так, ладно, давайте, ребята, пока. До завтра. Тулан ест. Там у него
2 котелка. Миска и котелок. Короче, все дал. Он всегда сытый. Кастрюля всегда у него есть еда. Так что за него не беспокойтесь. Ай, завтра туманище, наверное, будет. В общем, здорово. И холодно. Холодная ночь, но она, как я думаю, будет. Может, даже местами заморозки уже начнутся. О, как шпарит. Надо убавить. Надо убавить скорость. Но тут уже тепло, ребят. Все убавляем. Лучше этой печи ничего нету. Короче, печка. Огонь. Так, постелю на вот этот матрас или вон ту. Я толком не знаю. Блин. Хотел спальник, но спальник, наверное, не стану уже. Я сейчас покажу, потому что многие не поверят. Вот. Спальник с собой не носишь там. Вон он, ребят. Вон спальник. Я взял с собой. Все. И болотные сапоги обычные. И все. Все с собой. Так. Ладно, давай, скажи пока. Пока-пока. До завтра. Встретимся завтра, ребят. А мы отдыхать. Чай попью и спать. Ну что, ребят, вот тут я и ночевал. Сейчас затопил печку. Чуть-чуть прохладно в избе. Давайте выйдем на улицу, посмотрим. Тулан. Здесь у нас хорошо. Амон. Прохладно на улице. Сейчас без 10, 5 утра. Дым пошел. Ничего себе. Улица такая прохлада, ребят. Не поверите. Воздух, не понимаю, какой-то запах интересный. Как будто плесенью воняет. Или от этих дров, что я привез. Или что-то не очень вкусно. Между прочим, птицы поют как весной. Чего? Ладно. Сейчас я его посажу вон туда на цепь, в будку. А сам поеду на УАЗике. И утренняя проверка озера будет. А он будет мне мешаться, я его оставлю. Сейчас подогрею чайник на печи. Быстро нагреется. Позавтракаю и газку. Вчера, ребят, перед сном я еще, знаете, я уже ничего не стал снимать. Немножко покушал грибной суп и что-то, как будто организму еще что-то хотелось. И я еще открыл консервы, мясо цыпленка. Я еще, знаете, просто в сухомятку с хлебом съел консервы, мясо цыпленка. Вот такой ужин был. Сейчас завтракать пока ничего не стану, ничего не надо. Если сравнить с вчерашним днем, с вчерашним утром, ребят, росы, я смотрю, меньше, да практически нету. И все облачно сегодня. Но есть роса, но не такая, как вчера. Вчера вообще росы очень много было. Так что, может быть, даже и кратковременный дождь будет. Не знаю. Так. Я обычно... Тут у меня только такое. Или цепь у меня в этом... В кладовке. Конечно, блин, какой-то вот запах плесени. Может, от этой древесины. Потому что под корой березовой древесина начинает гнить.
Короче, надо спилить. Возможно, даже, знаете, в следующий поход я буду пилить. Может, под дождем я его подержу. Пускай под дождь попадет, смоет от грязи. Вон, песок там на бревнах. Каши до хрена у собаки. Хорошо. Ладно, ребят, надо просыпаться и сходить на охоту. Но на улице дувак, честное слово. На завтрак у меня обычный чай с хлебом. Ничего вкусного у меня нету. К чаю я ничего не взял. Я имею в виду пряники, печенье. Взял 2 буханки хлеба. Ну, с тем расчетом, что я буду кушать с едой. Буду кушать с супом, с продуктами, вот этот хлеб. И буду пить чай. Еще 2 буханки вот как бы взял с расчетом на 2 ночи. Но я сегодня поеду обратно домой. На 2-ю ночь я не останусь. Сегодня целый день еще у нас впереди. Пособираю чернику и поеду. Вот. Что-то еще хотел сказать. Когда вчера лег, в общем, все тело жгло. Знаете, в избушке столько мошкары залетело. Потом раптор там на печку поставил. Спираль там сжег в избе. Ноги прям, знаете, вот я не знаю, как это. Ну, многие, знаете, даже не представляют, что такое мошкара. И многие этого знают. И вот говорю тем, и я не знаю, с чем сравнивать даже. Говорю тем, кто вот этого не знает. Но вот жжение такое вот. Вот мошкара, даже на глазах, просто на глаза ты, ну, глазами ты их не видишь. Они такие мелкие. И они так болюче кусают. Короче, вот тут все в этих укусах. Руки и ноги, в основном ноги вчера, вот как лег, ноги очень сильно кусали. И я думал антикомарином, что ли, помазать этот ноги. А потом заснул. Подушка неудобная, большая. Я люблю на маленькой подушке спать. На большой подушке мне непривычно. Даже шея что-то не очень себя хорошо сегодня чувствует. Вот. Сейчас попью чай. Уже туда ушел. Только что здесь лаял. Бурундук и дергает его. Надо выйти, на цепь посадить, пока не ушел. Далеко ходит. Да, лучше сейчас я выйду и посажу его на цепь, ребят. Уйдет. Он уже начал уходить. Куда-то путешествует, блин. В одиночку. Оделся, все куртка одел и кофту. Сейчас буду идти, будет теплее, конечно. Бездельник на цепи, я его оставлю. Сейчас он будет много лаять, долго лаять, пока не приеду. Он непрерывно будет лаять. Он такой, у него такой характер. Так,
печка топится, а я поехал. Ребят, представляете? Сейчас я выезжал. И прям под носом УАЗик поднимается впереди меня. Я чуть-чуть притормозил, не знаю, он меня увидел. Нет, там я в кустах еще был. Через кусты проезжал. Одним словом, короче, впереди нас или рыбак, или охотник. Долго спим. Надо было на полчаса раньше выехать. Может, уже давно озера проверяют до нас. Люди не спят, ходят. Кто на лодке поднимается, кто на технике, на мотоциклах и на машинах. На машинах в этом году хорошая дорога. И больше людей сейчас. У них свой путь, у нас свой путь. Посмотрим, что из этого выйдет. Если увижу, УАЗик стоит, и я пойму, что он на охоте, на озерах, я развернусь и обратно пойду. И эта дорога